Музейная бессонница 21 мая накроет всю Россию. По всей стране более 2000 музеев распахнули свои двери для миллионов посетителей. Там сегодня можно насладиться искусством, узнать для себя много интересного. В Ингушском государственном музее краеведения тоже в теме. Башни строились без фундамента. Если в современное время дома строятся с фундаментом, да, то в то время без фундамента строились башни. Камни они спускали с гор. В этом году акция «Ночь музеев» совпала с другим молодым, но весьма важным праздником – Днем ингушских башен. И поэтому в музее Назрани прямо в историческом зале представлена фотовыставка наших сторожевых и не только великанов. По этим снимкам можно мысленно перенестись в колыбель народа Джайрахский район. Девушку, когда выдавали замуж в старину, старики обязательно спрашивали, есть ли у жениха своя родовая башня и склеп. То есть при жизни у него должна была быть своя родовая башня, а после смерти склеп. Подключился к акции и мемориал памяти и славы в Насыркорте. Здесь представили не только привычные экспозиции. На первом этаже прошла презентация выставки «Исторические традиции Ингушетии». В качестве лектора доктор исторических наук Зайнаб Зарахова. Она увела школьников в историческую хронику ингушей. Истоки наши уходят очень глубоко в древность. Народ наш имеет древнюю историю, имеет древние корни. И там в глубинке мы постепенно по мере развития соприкасаемся и с другими народами. Мы прошли через серию культур очень древних, в рамках которых мы могли бы целые пласты открывать для себя и кура-арабской, майкопской, кабанской культур. И все это открывает нам и раскрывает тайны тех или иных изделий, орнаментов, которые имелись в то время на различных изделиях. Это были не просто орнаменты, это было содержание, это были мысли. Народ, который имеет очень древнюю мифологию, древние сказания и легенды, может и должен знать о том, насколько он крепким является своими глубокими корнями. Такое количество молодых посетителей в музее встретишь нечасто. Но раз в год эти залы испытывают настоящее паломничество. И эта ночь музеев не стала исключением. Понравилась лекция, было интересно. Я узнал традиции нашего народа, как жили наши предки, древнюю историю ингушей, много еще чего. Из лекции Зарахова я знала очень много. Например, как на ингушской женщине лежит огромная ответственность сохранять традиции, быть хорошей матерью. Бесплатную обзорную экскурсию могут посетить все желающие. Ингушетия в акции принимает участие уже 8-й год подряд. Мы, как правило, такую возможность не упускаем, призывать к себе, скажем так, народ. И по телевидению, и по радио призываем ходить, конечно же, просвещаться, узнавать историю. Ну и, конечно же, получать новые положительные эмоции и новые знания. Двери музея будут открыты для всех желающих до 8 часов вечера. Муслим Ганиев, Умар Газдиев, Новости 24.